Мгм. Доброе утро, друзья! Я сегодня должен поделиться с вами своей историей. Это мой дебют. Меня зовут Аил, фамилия моя Джилурга. Я буквально год назад полностью поменял свое имя на национальное. Зовут меня Мат Тесвола Аил Джилурга. Раньше я был Иван Валентинович Степанов. Я родился в селе Амга Амгинского района. Мне 48 лет, скоро будет 49. Родился я четвертым ребенком. У меня два старших брата, старшая сестра и сестренка. Вот. Семья большая. У нас были свои традиции, связанные с питанием. Значит, за стол садились все вместе, обязательно ждали. Некая такая дисциплина была, у каждого была своя посуда. Естественно, нужно было доедать то, что тебе положили. Вот как вот чистоту посуда любила. И вот эта привычка всегда доедать, допивать, она часто меня сопровождала по жизни. Да? Вот. В детском саду нас очень вкусно кормили. Мне очень нравилось завтракать, обедать. Кашка была там просто вкусная. У меня были свои способы кушать. Манную кашу, например, да, или рисовую кашу. Вот по краям ее вначале съедаю красиво, фигурно, потом доедаю себе. Или наоборот. Вообще, с детства мне нравилось есть. Мне всегда говорили, что вот если я поем, я стану сильным, большим, умным. Вот, и большое уважение к еде у меня осталось прямо вот с детства. Да? В школе у нас были такие переменки. После второго урока, нам кажется, давали нам чай, булочки такие очень вкусные, сахарные, сверху присыпкой или корочкой. И тоже обычно так все ждали вот этой переменки, чтобы всем досталось, там такое вот уважение к еде. Но, правда, был очень активным в детстве, и иногда вот такие, общественная нагрузка, там, художественная самодеятельность, олимпиады, спортивные мероприятия, и вот иногда были большие перемены. Ну, зато там прибегал домой и наедался. Да? Вот. И вообще, вот как бы любовь к еде, она, наверное, у всех есть. Вот, но это особенно обостряется, в студенческие годы. Я учился в Санкт-Петербургском институте экономики и финансов. Вот, 90-е годы. Ну и вот так получилось, что первый курс у меня прошел там на суповых наборах, вот эти пакетики когда такие растворяли, там, или как-то вот не очень питался, и умение распоряжаться деньгами тоже оставляло желать лучшего, а деньги иногда так неожиданно заканчивались, и чувство голода иногда преследовало, да. Вот. И помню, однажды меня пригласили в гости, ленинградский парень в гости. Он сам больше 2 метров, здоровый парень. И нам порции положили, огроменные просто. Мне тогда казалось, да. Он действительно парень такой здоровый. Вот. И я вот как-то вот сейчас помню, что я съел такую огромную порцию, и с тех пор меня в гости не приглашали, да. Вот, это шутя. Но, то, что у меня была способность съедать огромные порции, но даже в студенческие годы, когда желудок уменьшается, да, вот. Ну, а потом уже, когда уже стал старше, уже начал работать, то как бы себя вообще не ограничивал в еде, да, сильно. Но при этом сохранял стройность долгое время. Но, правда, вот в студенческие годы стал часто, например, участвовать в застольях студенческих.
вредная привычка алкоголь, потом уже и сигареты, как-то потихоньку стали входить в мою жизнь. И где-то 21 год назад, да, где-то в 2000 году, а, я уже был тогда в браке, детей тогда не было, но уже готовился стать отцом, и поэтому осознанно принял решение вначале бросить курить, а потом пить. Это произошло под влиянием моего дяди, точнее, дяди моей первой супруги. Он сказал, что он делает себе какие подарки на Новый год. Я всегда интересовался, что за подарки. Он говорит, ну, я избавляюсь от какой-то вредной привычки. Я подумал, это же действительно вот, искренний подарок самому себе, да? Вот, я, наверное, тогда тоже брошу курить, брошу пить. Но у меня это Новый год не получилось, но в феврале я курить бросил. И окрыленный тем, что, оказывается, я могу вот, осознанные какие-то решения принимать, где-то в июле я бросил алкоголь. И потихоньку я вот встал на тот путь, когда начинаешь делать шаги или какие-то ограничения для того, чтобы улучшить себя по сравнению там, с вчерашним днем. Да? Вот. Но вот на этом этапе как бы здоровый образ жизни мой и как бы закруглился. Да, я алкоголь не пью уже 21 год, не курю там чуть больше. Вот. И дети мои никогда меня не видели ни выпившим, ни курящим. То есть уже с этой точки зрения я думаю, что я очень много приобрел для моих детей. Вот. И со временем, а у меня 4 сына, 1 дочь, вот, со временем как бы моя вот, стройность, она стала уходить, особенно когда я в 2005 году меня назначили первым заместителем главы Исмаильского района. У нас была там персональная машина, привозила, увозила, все время сидячая работа. И там я впервые набрал 85 килограммов, у меня живот появился. А у меня были очень хорошие друзья в Исмаиле, да, Лана Ивановна, Татьяна Ивановна. Вот, я столовался, скажем так, да, вот, очень вкусно. Никогда, как говорится, не пропускал обеды, все это регулярно. Причем плачевых я там просто питался такой натуральной экологической сметанкой, там, мясом. И так получилось, что 85 килограммов я набрал, и я так себе перестал нравиться немножко. Думал, ну, ладно, там, живот появился, там, масса, ну, как-то, ладно. Ну, на это как-то не обращал вообще внимания. Потом, когда переехал обратно в Якутск, стал больше двигаться, больше иногда спортом занимался, то есть опять вес ушел. И долгое время вроде как нормально было. Но сейчас мне уже 48, а где-то уже где-то в 45 лет живот опять начал расти. Ну и смотрю, все мои сверстники тоже как бы обладают таким авторитетом, да? И на это как-то смотрел, думаю, ну, теперь уже и у меня живот появился, и, видимо, это, скажем так, возраст уже, как бы, хотя у моего отца долгое время там живота не было, но 50 или сколько там лет у него живот все-таки появился, да? Он же спортсмен, а я не такой сильный спортсмен, но мне всегда хотелось выглядеть стройно, да? Вот, но это мне казалось так, ну, ладно, нереально, надо любить свой возраст, надо любить свое тело, на этой почве как бы я сильно не заморачивался, да? И вот устроился в прошлом году, в прошлом году мы уже тушили лесные пожары, и там была колоссальная нагрузка, мы там десятки километров проходили, там, с оборудованием, вообще с лопатами там махали, ну, калорий, наверное, расходовалось очень много, но зато отъедались там макаронами, там,
картошкой, хлеба. Вот, хлеба уплетали просто очень много. И поэтому я чувствую, что вот у меня даже есть фотографии, где вот, который вот слайд же был, где вот я стою сейчас, и когда я стою вот с бензопилой, там коробка, я как раз вот взял спонсорскую помощь, и буквально у меня получилось так, что вот, ну, несмотря на мою активную, там, вот, да, я стою, такой животяра у меня, и это еще, когда я фотографируюсь, я еще как бы втягиваю в себя, да, вот он, я стою. Ну, здесь видно, я никогда не фотографируюсь расслабленно, но это мое желание еще втянуть живот, вот такое вот безобразие, да. Я это уже видел и думаю, как, ну, это же не я, ну не могу я таким толстым быть. Вот, и ладно, но опять-таки вот моя готовность смириться с моим возрастом, на это сильно не обращать внимания, вот, да. Ну, видно, что человек набрал, мне тогда вот здесь было где-то 85-86 килограмм, да. У меня друг Батуев Коля, у него тоже дома весы, я к нему когда в гости приходил, и я у него взвешивался, и он все говорил, ему нужно было там чуть набрать, а мне нужно было скинуть, но я такой, надо бы скинуть, да, то есть какие-то, у меня были попытки постройнеть, это тоже у меня Алексей Васильев есть друг, мы тогда в банке вместе работали, и он очень четко, он может там еще по 10 килограмм, по 15, по 18 килограммов, там, чуть ли не за месяц скинуть, он очень там, строгая диета, вообще почти не ест, голодание, я такой думаю, дай-ка я попробую, у меня была попытка такая, я 3 дня голодал, как меня потом, как наелся, меня как там пронесло, я уже думал, у меня что там, дизентерия началась, я даже в больницу чуть не попал, посмотрели, мне сказали, все, у тебя нормально, просто, видимо, с желудком что-то расстройство. Такой думаю, нет, эти диеты, они как-то вот не совсем мне зашли, и с диетами я как бы попрощался на тот момент. Вот. А тут устроился, вот после этих лесных пожаров, вот по этой же тематике меня пригласил Джулстан Иванович Хон, Якут Лесоресурс. И на одной из встреч, у них так хорошо, интересно так придумано, у нас в Якут Лесоресурсе, да, каждый год объявляется тематическим годом, да. Есть год здорового образа жизни, есть вот в этом году мы объявили год духовности. Это как бы настраивает коллектив на такие вот высокие цели, и вот он приглашает людей, там и алгыс проводим, там и что-то еще, да. И вот одна из встреч была, вот он пригласил супругу Лилию, где она так рассказала о возможности, значит, соблюдать правила, значит, правильного питания и при этом не шокируя свой организм, без всяких там голоданий, без всяких гиперфизических нагрузок, ну и плюс там ко всему там еще какие-то дополнительные вещи. Мне это как-то вот показалось очень логичным, последовательным и, в принципе, реальным. Вот, конечно, у меня столько вот этих предубеждений, вообще, я же про Гербалайф слышал еще с Питера, я видел там таких вот довольно-таки тучных людей, и у них такой значок там, да, хочешь похудеть, спроси у меня, да, я думаю, ну, как-то вот сомнения такие возникали, да. И потом куча статей, там где-то было, родственники рассказывали, этот Гербалайф, да, я такой думаю, я такой, не-не-не, чуть ли там, ну, секта не секта, но такая какая-то странная организация, вот. А здесь вот я просто увидел людей, которых я знаю, а Лилию я знаю еще с детства, она старшая сестра моей одноклассницы, ну и Джулстан Иванович, естественно, тоже узнал. Кстати, благодаря ему вот, это общественное такое добровольческое массовое движение появилось, да, потому что все это началось с моего разговора с ним, да, где он мне объяснил, что действительно народ может принять участие, и даже там есть система оплаты,
ну, много таких, да, вот, нюансов. И вот после этого разбора я обычно с чиновниками как разговаривал. Раньше я был таким немножко воспринимался как общественник, такой оппозиционер, человек, который его все время против, там, все время хочет поругать там власть или что такое, да. И чиновники меня как-то боялись, и говорю, о, пришел вот этот товарищ, он сейчас что он? Не-не-не, мы с ним как-то лучше подальше с него держаться, не дай бог. Что-то. А тут Жусан Иванович такой идет, говорит, да, конечно, хорошо. Я удивился, о, первый раз вижу чиновника, который вот так вот, конструктивно разговаривает, говорит, да, вот, можем делать так и так. Ну и ситуация, конечно, была тяжелая. Вот, но все-таки более-менее мы как-то соорганизовались с нашей командой добровольцев. Мы практически огромную работу провели по организации этого штаба, да. Очень много лидеров новых появилось, которые, наверное, еще покажут себя в республике. И соединились очень много опытных общественников. И вот тушение лесных пожаров шло вот на таком уровне. Но все начинается, опять-таки, с людей, которые принимают такие решения, да, вот Александр Иванович. И вот два таких человека мне по духу близких, да, и знакомых мне предложили, говорят, ну, есть такой, не мне даже, вот коллективу сказали, что есть такая возможность. Как вы думаете, ну, давайте попробуем. Первое, значит, у меня там были завтраки. У меня были до этого контакты, не буду говорить где, в каком клубе, да, меня просто друг тоже притащил. Говорит, все, давай позавтракаем. Я говорю, что за завтрак? Гербалайф, ну, давай. Шел там, 300 рублей заплатил, позавтракал. Потом мне взвесили. И какие-то вот, ну, я же такой критично настроенный, я говорю, у меня такие вопросы, говорю, вот там, такие возили, такие. И, к сожалению, я не смог развеять в себе эти сомнения, и они у меня такие остались, я больше не стал ходить туда. Но когда вот я сходил на консультацию к Лили Хон, она вообще вот на каждый мой вопрос отвечала так развернуто, знаешь, когда вот человек много задает вопросов, люди немножко так, знаете, как-то устают или как-то вот не готовы отвечать. А вот этот консультант мне, ну, Лилия Руслановна, она мне так все объяснила, вот, мне это было очень важно, потому что, когда я задаю вопрос, я хочу слышать такие не, как сказать, не отмазаться, чтобы от меня, да, вот так, а вот действительно развернутые, четкие ответы. И я их получил, эти ответы получил на свои вопросы и начал странить, да. Но оказывается, для меня что самое важное, да, это когда человек потребляет вот эту очень эффективную продукцию, одной продукции недостаточно. Да, она ценна, она ценна в плане того, что она в себе несет возможность человеку постранить без супер физических нагрузок, без супер значит, каких-то изнурительных ограничений для себя, да, вот, ну, такая нормальная рабочая схема, вот ее в этом ценность, да, но сам по себе продукт, он не такой еще ценный без консультанта. И вот я хочу поблагодарить все-таки Лилию за то, что она терпеливо отвечала на все мои такие вот, ну, не всегда доброжелательные вопросы, да, у меня, то есть вопросы иногда были такие, предполагающие такой жесткий ответ, да, вот, но я получил действительно такие, скажем, умные ответы. И мне кажется, ценность консультанта, наверное, вот в готовности отвечать, даже если она вот сейчас занята или там говорит, сейчас я не могу, я чуть попозже тебе отвечу, да, Миша. И после этого ты получаешь ответ, не забыли про тебя, да, вот ответили. Мне кажется, это ценность не менее, чем сам продукт. Вот. И когда меня стали уже вести, но параллельно Джилстан, он включил меня в группу Telegram, там, связанную вот с личностным ростом, да,
И он там посоветовал мне кучу таких интересных книжек. Вот одна из них мне вообще просто особенно понравилась. Это вот, «Магия утра». И я как-то стал ее уже брать себе на вооружение, пользоваться этой книгой. Но если раньше я с трудом вставал там в 8 часов, чтобы только успеть на работу, там что-то еще, то сейчас я, ну, не каждый день, но могу в 5 встать, в 5:30, но до 6 там. Мне стало это легче делать. И признаться, моя и общественная работа, и работа моей должности, она стала в разы эффективнее. Я, кстати, играю в шахматы, и у нас есть такая программа, приложение, где мы играем в шахматы, да. И если у меня раньше рейтинг был, это даже можно проверить с момента того, когда вот стал и организовываться лично, и потреблять эту продукцию, да, у меня когнитивные способности, да, играть в шахматы, они увеличились. Это видно даже по рейтингам, которые у меня появились, да. Сейчас у меня, кто в этом как бы разбирается, у меня сейчас 1665, она уже 1700 подходит, но это считается такой, ну, для меня перворазрядник — это нормальный уровень, да. Я стал как-то лучше соображать, да, принимать правильные решения. Поэтому, мне кажется, здесь очень много плюсов. Я не знаю, с чем это связано. Или с этой продукцией, или с тем, что вот я стал заниматься личностным ростом, да. Вот. Но, возможно, и то, и другое. А вообще, надо сказать, что вот это семья Гербалайф, да, а вот я именно ее так называю, да. Это вот у нас здесь ну, вот эти люди, где мы здесь встречаемся, у нас тут много мероприятий происходит. Мы прямо друг друга встречаем, как уже не знаю, как братьев, как сестер. И у нас происходит здесь очень много мероприятий и личностного роста, и мы выезжаем на природу, и мы проводим здесь медитации. Это такой позитивный вообще, даже нейрографикой тут занимаемся. Это клуб, действительно клуб, да, но это человек, как бы, клуб, который собрал вокруг себя людей, которые не плывут по течению, это как минимум, а во-вторых, они хотят действительно стать лучше, чем вчера, например. И я вот радуюсь, когда у наших одноклубников там минус 2,5 килограмма, там, минус там, 3 килограмма, у некоторых там минус, за весь период минус там 18-25 килограммов, да. Для женщин это очень, оказывается, важно. И я когда вот стал разговаривать, я говорю, вот я сейчас сбросил 10 килограмм. Многие такие: да ты что, а как у тебя получилось, да? Ну, я говорю, ну вот, правильное питание, мой консультант и Гербалайф, да. Такие: Гербалайф, типа, да, ну. Я говорю, ну, на самом деле, Гербалайф, он может быть, но в плюс консультант и ваше желание, да, это может делать чудеса, да. И действительно, ну, я по себе уже знаю, у меня коллеги просто все подходят и говорят: как ты? Ну, видят же, какой я был пухленький в начале, да, вот в декабре. И буквально где-то за месяц, наверное, я уже 7 килограммов скинул. А потом еще, вот сейчас у меня 10, минус 10, минус 11 даже, 12 даже бывает, иногда так утром взвешиваюсь. Было 85, у меня сейчас бывает 73, 72, 600, то есть так вот. Кстати, вот я же еще купил себе весы такие вот, ну, вы знаете, умные весы так называемые, да. И эти весы, они мне позволяют каждый день взвешиваться. И я такой для себя в тетрадочке записываю и сравниваю сегодняшний показатель и вчерашний. И что думаете, я заметил, первое, это то, что если я себе позволю что-то такое поесть, у меня это отражается на весах. То есть я раньше мог себя обмануть, такой: да ладно, там что-то там поел, и это сильно как бы на мне не сказывается, да. Нет, это все сразу же, вот на следующий же день ты видишь, вчера, позавчера ты как-то себя не очень хорошо держал,
И это сразу вот на весах сказывается. Вот, это первое. Второе, там же есть еще проценты мышечной массы, воды, там, ну, этих жиров. И когда я стал заниматься спортом, ну как, начал с зарядки, да, я раньше даже, ну, зарядка это время от времени эпизодически этим занимался. Сейчас я стал систематически этим заниматься. И, ну, во-первых, мне тело начало больше нравится. Ну, конечно, далеко от идеала, я не культурист и не супер такой активный спортик, да. Но я заметил, что когда занимаешься спортом, показатели, они тоже улучшаются на этих умных весах. И это тоже мотивирует как бы к позитивным изменениям в своем теле. И вот я хочу посмотреть вот на этот клуб, и те, кто меня сейчас увидит, а я хочу это записать и показать своим друзьям. Во-первых, ну, а, мы все достойны того, чтобы стать лучше. Я не знаю, сколько нам дано прожить на этой прекрасной земле, сколько великих, добрых поступков нам нужно это сделать, но мы можем же его прожить легко, активно, с удовольствием, с радостью и, возможно, более долгий срок прожить вот эту жизнь, да, более полноценно, более ярко, более, значит, наполненную какими-то такими хорошими, добрыми событиями. И если есть такая вот организация, которая занимается этим правильным отношением к питанию, то, мне кажется, необходимо каждому задуматься хотя бы, что, ну, да, есть способы там изнурять себя физическими нагрузками, есть способ ограничивать себя, опять-таки изнурять всякими голоданиями, диетами, а есть способ вот, получать ту же органическую пищу, такую, скажем так, экологичную, да, пищу, и при этом не чувствовать стресса вот этого. Здесь же как бы обязательно методика должна быть такая, что ты не должен голодать долго. У меня же по работе так бывает, что я, ну, вот здесь работаешь, потом здесь, потом так, и ну, просто не вырваться, да, и вечером приходишь в 10 часов, а есть-то хочется, и еще какой-то там тройной аппетит у тебя, и просто объедаешься, потом сам думаешь, ну зачем я так сильно поел, да, такие вот, не могу, там, ворочаешься, и ладно, об этом забываешь, а организм это не забывает, это все накапливает. А тут способ есть, вот на работе задержался, и там вот, ну, точно не может компьютер оторваться, да, потому что письмо пишешь там или какой-то документ, там, положение, и достал этот батончик, значит, этого полезных белков, да, и перекусил. Взял с собой там, например, коктейль там или что-то еще быстренько сделал. И, то есть вот это отношение к своему организму, наверное, я бы назвал это уважительное отношение к своему организму, оно, ну, у меня оно появляется сейчас, да, появляется, я не знаю, насколько это глубоко, но мне это нравится, я нравлюсь себе, я стал одевать одежду, которую я раньше одевал. Талия у меня стала сейчас, ну, не осиная, но для мужчины это вообще классно, я сам себе нравлюсь, да. Вот. На лице прямо люди говорят, о, а ты вообще худел. Некоторые спрашивают, а ты не заболел? Я такой, нет, не заболел. Это вот осознанно я выбрал такое такое вот тело, да. Вот. И я бы, наверное, все-таки хотел еще раз поблагодарить своих консультантов Лилию и Джилсана Хон. Поблагодарить хочу всех своих одноклубников, которые также, вот у нас бывают марафоны, мы прямо там делимся, кто что поел, да. Я такой, я сейчас холостяк, говорю, мне там что приготовить-то? Они говорят, а что у тебя там есть? Я говорю, у меня есть вот кура там, вот, ну вот так, так. И
как-то даже как-то, во-первых, ну, свои кулинарные способности увеличиваешь, да, вот в этой команде. И видишь, что они тоже стараются, они так вот говорят: "А вот я вот это поел, вот это поел. Ой, я сегодня немножко позволил вот это, но я сегодня там детокс выпью", там все такое, и думаешь: ну да, если вот там где-то сорвался, что-то поел такое запретное, у меня, как бывает, я в гости приду, отказываюсь там от каких-то блюд. На меня обижается, говорит: "Ты чё, вот что это что такое? Почему ты не нам не нравится?" Да, я такой: "Ладно", думаю, что чуть-чуть съешь. Ну, не хочется обижать, я вот не люблю обижать людей, да, и думаю, что съешь там из вежливости, потом думаешь, надо детокс там вот это всё попробовать, ага. Вот, а так, продукция мне нравится. Мне она почему нравится? Во-первых, утром не надо ничего готовить, да. Взял, размешал, там, выпил и сполоснул свою посуду и поставил. То есть как ритуал такой каждое утро, занимает не так много времени. Это первое, да. Второе, есть такие, называется, по-моему, там, с шоколадными крошками. Вот, коктейль. Он мне как-то вот, очень нравится. Вот. Ну и, конечно, батончики. Батончики, я иногда увлекаюсь, всегда их слишком много. Сейчас я стал немножко себя ограничивать. Всё равно в рюкзачке таскаю с собой. Иногда, пью. Но люди, некоторые мои знакомые, когда увидят: "Ты чё, Гербалайф? Да ну, давай, это секта, это там то, сё". Я говорю: "Ребята, говорю, ну, это мой выбор, он мне нравится". И здесь же вопрос, главное, своего отношения к своему питанию, к своему телу, к своему образу жизни. У каждого есть право. У каждого есть право. Каждый имеет право быть красивым, легким и таким энергичным. И это действительно дает продукции Herbalife. Это дает именно команда Herbalife. А, это ваши, скажем так, люди, которые с вами на одной волне, и они там поддержат тебя где-то, они ответят на твои вопросы. Потому что даже когда я начал потреблять, у меня были всякие вопросы, да, дополнительно, там, про вред. У меня есть круг очень близких людей, которых я люблю. Моя сестра, она активно прямо против. Она всю информацию своего богатого жизненного опыта принесла мне там, выложила за одну секунду, да, ну, грубо говоря, какой-то в один момент. Нашла в интернете там вот такие вот материалы есть, вот послушай, послушай. Я такой послушал, такой думаю: Вначале вот первое такое: "Вау!" У меня возникли какие-то сомнения, да, такие. И я с этими сомнениями, я не остался с ними, я с этими сомнениями пошел к своему консультанту. Лилия собрала, ну, прямо вот, ну, она молодец, да, она, конечно, она вот, она не просто сказала: "Ты им там не веришь", там, или что-то такое. Она сказала: "Хорошо, у тебя какие вопросы?" Вот такие, да. И аргументированно нашла людей, которые этим уже давно, питаются, да, у которых были какие-то проблемы со здоровьем. Там чуть ли не медицинские книжки мне показывали, и это было очень убедительно. А, вот сомнения должны быть, вопросы должны быть неприятно задаваться. И если консультант терпеливо на них отвечает, не отмахивается, а вот действительно искренне желает тебе добра и ведет тебя, и как-то вот, находит, вот ей пришлось там даже подключить в зуме чуть ли не 5 человек. Это же нужно было людей всех в одно время собрать, оторвать их от их дел. Видимо, у нее такой авторитет, что люди согласились, да, вот. И вот такое, как бы аргументированное отстаивание позиции мне всегда, конечно, нравится, и я с большим уважением к этому отношусь. И я думаю, что вот сейчас я, когда рассказываю об этом моим друзьям, если у них какие-то будут вопросы, я всегда смогу обратиться к моему консультанту и дать какой-то исчерпывающий ответ. Поэтому большая, вот я еще раз хочу ко всем, кто меня слышит, а, очень крепко держаться с своим
консультантам, не бояться задавать вопрос. Даже если вам сразу не ответили, получить этот ответ потом чуть позже. Вот здесь фотография такая мотивирующая. Ну, что я могу сказать, что надо гордиться нашей продукцией, надо действительно с гордо поднятой головой говорить, что Гербалайф, что он дает. Если какие-то есть сомнения, то можно подробно об этом поговорить. И я думаю, что люди разумные сделают правильный вывод. Ну и потом вот эта атмосфера такой семейности, да, вот семейные друзья, вместе выезжать на природу, проводить мероприятия, участвовать в марафонах, получать призы, получать подарки. Вот это просто здорово, конечно. Вот меня окружают в этом клубе девочки, мальчики, да, такие вот, которые сюда приходили в большом весе, да, какими-то проблемами в своем здоровье. Какие-то у них, возможно, были личные проблемы, да? Но мне кажется, сейчас вот те, кто долго сюда ходят, у них и в личной жизни все отлично. Они там какие-то интимные вещи рассказывают, думаешь, о, ничего себе, даже там вот, Гербалайф помогает, да? Вот. Поэтому я думаю, что вот та атмосфера в клубе, это лучшее доказательство того, что продукция работает, консультанты работают, и человек каждый работает. Потому что если человек приходит в Гербалайф и говорит, ну, сделайте меня счастливым, но это, наверное, не совсем правильная позиция. Нужно действительно набраться терпения, быть дисциплинированным, волевым. Вот, например, кстати, я же в конце декабря пришел в команду Гербалайф, и ну, новогодние праздники – это огромное испытание для всех, кто занимается правильным питанием. Понимаете, вот у меня, начинающего вот в декабре, предстоят новогодние праздники, я так жестко взялся, и говорю, вот у нас еще марафон, мы еще посмотрим после новогодних праздников, кто там прибавил. Ну, как-то вот у них, видимо, у нас здесь в команде так правило. Да, ну на Новый год, как правило, люди набирают. Да? Нет, я настолько дисциплинированно к этому подошел, что за новогодние праздники я даже скинул вот эти 3 килограмма или там 2 килограмма. И нормально, достойно. Я сам себе, ну, молодец. Ты сделал свой вклад в свое счастливое будущее, свою радостную жизнь, свою здоровую жизнь. Примерно вот я не знаю, много ли наговорил или мало. Да. Вот здесь сейчас вопросы посмотрим. Спасибо, Лилия. Так, да. Всем доброе утро. Благодарю, что говорили, что я молодец. Рост у меня 170. Вес у меня сегодня было 73. В идеале у меня должен 71. У меня жир еще как бы не ушел. У меня есть слои, так называемые слои. Я сейчас планирую, как же называется, термокомплект, да, купить. Буквально вот, ну, сегодня, наверное, скажу, возьму и попробую его. Так, как реагируют мужчины, коллеги, друзья на Гербалайф? Да, коллеги, значит, кто-то сказал, типа, секта, это же дорого. Сейчас, по прошествии, там, сколько, месяц-два, эти же друзья подходят и говорят, подожди, это что, как, сколько это стоит? То есть я говорю, ребята, как раз на следующей неделе там я открываю клуб прямо на работе, да, где могут люди приходить, позавтракать. И у нас там пока сейчас мероприятия идут кое-какие, как бы занятость, большая нагруженность, да, и с кабинетами там проблема, и поэтому у меня перенеслось на неделю. И ко мне подходят мои коллеги, мужики, и
И говорят, ну что, когда там? Я говорю, ну, на следующей неделе. Видите же, там у нас пока кабинет занят. Он такой, ну ладно. Ага. То есть мужчины реагируют по-разному. Вначале так, а потом уже так. Вот, да, правильно делаете, что каждый день взвешиваетесь. Это, во-первых, помогает нам контролировать себя, получать какой-то где-то или поддержку, что ты, ой, молодец, ты сегодня скинул там столько-то, у тебя жира стало меньше, слоев меньше, да, или там говоришь, ага, вот тебе этот шалбан за то, что ты, оказывается, сам себя вот вчера не сберег. Да, благодарю. Ой, благодарю за вашу поддержку. Так, жена, ну, нет, у меня жены нет. Ну, разведенный. Ага. Вот, да, батончики обожаю, правильно делаете. Так, коллаж, да, кажется, показывали, да? Ну, можно еще раз показать коллаж. Ага, прошу сейчас. Да, такое бывает, мама пыталась вас спасать. Да, Александра, ага, вот меня вот сестра спасала, и некоторые тоже друзья, знакомые спасают. Вот, но, кстати, вот и племянник мой, посмотрев на меня, он тоже принял решение, что вот тоже будет заниматься Гербалайфом. Так, терпение – синоним слова опыт. Да, поэтому, когда говорят, наберись терпения, к вам придут скептики. Это вот так. Наберись опыта, и люди, которые ищут информацию, придут к вам задать вопросы. Абсолютно верно. Наталья вот, очень точно сказала. Так, супер. Ага, супер. Да, я стал независимым партнером. Кстати, я вообще легко стал независимым партнером. Результат мой увидели, некоторые начали говорить, о, давайте я тоже куплю. И я пока купил на себя, и у меня сейчас скидка 35%. Я в начале, в декабре на 250 баллов набрал, в январе я набрал 500 баллов. И если, чтобы там, у меня же нету этого миксера или блендера нет, ага. Вот, и если я там еще 2 месяца по 500 наберу, я думаю, что мне это получится, потому что я уже 200 чем-то набрал, то я думаю, что у меня там будет блендер свой. Вот, да, на работе я еще не открыл, но уже собираюсь. Я вижу, что моим коллегам это необходимо. Очень многие такому. Вот, когда вот Лилия к нам пришла на работу, она же нам сканирование сделала всем. И я там в кругу таких же полненьких ребят, у меня был результат, наверное, так, я где-то вот в серединке был, не самый толстый, не самый худенький, да, вот в серединке у нас таких, как я, было много. И эти ребята мои потенциальные подписчики или кто там, люди, которым я помогу. Вот, коллеги, некоторые коллеги нет, по-моему, нет, многие не пробовали коллеги, да, но они обязательно попробуют, думаю, вначале как разово будут приходить, там, ну, я им рекомендую все-таки, наверное, дня 3, как, ну, лучше 10 дней сходить, да, чтобы получить какой-то результат. Потому что один день – это ни о чем. Да? Надо к этому относиться. И потом, вот это же не та волшебная таблетка, которую попил, и вдруг стал каким-то супер стройным. Нет, это меняешь свое, скажем так, отношение к себе. Во-первых, в первую очередь, это отношение к себе. Начинаешь себя больше любить, уважать, баловать. Именно в этом порядке. И тело тебе отвечает тем же, и ты смотришь там на восхищенные взгляды, возможно, там, девушек, там, женщин, и это очень смешно. Да. А вот мне 48 лет. 48 лет, да. Да, клиенты наши, мои. Я вот эту запись даже своим друзьям разошлю. Думаю, что у меня многое получится. Да, вот поддерживает. Вот спасибо. Даже вот здесь в комментариях я вижу доброжелательность, я вижу то, как вы поддерживаете, умеете находить правильные слова. Очень здорово.
Ух ты, ага, мужа получила, ага, да. Вот, ага, благодарят. Ой, CR7, это что такое? Вот я, нет, не принимал. А, я вот собираюсь сейчас этот ВС-24, да, ага, заняться, потому что я же как бы спортом начал более-менее заниматься, и как только активно начну, я вот хочу плаванием заняться, почаще в спортзал ходить, и обязательно начну ВС-24, вот этот, который... а, ага, большое спасибо, благодарю. Ага, так, ну, ага, да. Витамины я пока не начал принимать, но я, видимо, да, витамины надо принимать. А, да. Благодарю за ваши добрые слова. Да. Я пока их не в полной мере, нет, хотя надо сказать, да, я их заслужил. Хорошо. Да, надеюсь, что друзья увидят эту нашу передачу и подключатся. В каком зале занимаюсь? У нас в Якутии ресурсе есть свой спортивный зал, и я туда хожу бесплатно. Мне повезло еще в этом направлении. То есть я удачно устроился на работу, скажем так. Вот. Получил себе консультанта, получил себе зал спортивный, ага, и получил кучу друзей, таких, причем очень таких качественных друзей. Ну и потом я занимаюсь дома. Есть же очень много упражнений, когда не требуется там штанга, не требуется гантели там, или гири, со своим весом. И мне пока нравится. Ага. Вот еще раз хотел сказать, я вот сегодня уже говорил про ценность продукта. Вот. Многие говорят, вот, сколько стоит, там, это, ну, какова его ценность. Да, продукция, она сама по себе ценна. Но это исчисляется не в рублях, не в копейках. Она ценна в том, что она дает телу возможность выглядеть лучше. Она дает возможность телу сделать больше. Она дает возможность думать более шире, да, то есть и потом даже может кому-то, вот я уже подчеркивал, что и личная жизнь, я вот сейчас холостой, но чувствую ненадолго, да, с таким гербалайфом. Вот, поэтому, ну, у меня такой цели нет, там, жениться обязательно, да, много раз женат и каждый раз удачно, как говорится, вот, но сейчас в первую очередь я подарил себе, своему телу легкость, активность, и вот у меня какие-то начали открываться какие-то горизонты даже, да. Вот. Ну, еще раз говорю, ценность продукта не только в самом продукте, хотя он сам по себе бесспорно ценный, он абсолютно ценный, да, но нужно обязательно ваша дисциплинированность, ваше желание стать лучше, чем вчера, и готовность, готовность делать это систематически. Осознанно все это нужно делать, не просто потому, что мне сказали, там, я попробую. Нет, вы сами делайте правильный, осознанный выбор, задайте лучше вопросы, кучу вопросов, прямо будьте надоедливым таким вот клиентом, да, вот, но лучше получите на все свои самые такие страшные вопросы. Да, да, когда я озвучиваю, что мне 48 лет, да, ну, так. Ну, мужа заставлять не нужно. А, Самое, самое, я так понял, что огромная возможность уговорить его, это измениться самой. То же самое у моего консультанта у Лилии было. Она же первые чуть ли не годы там, или месяцы скрывала от мужа, что она занимается, гербалайф принимает. А потом муж сам такой говорит: слушай, что с тобой происходит? Почему ты стала такой стройной, привлекательной, такой игривой, да? Она говорит, ну, гербалайф. И он
такой тоже как скептик, да, он вообще же был против этого, да. Он поменялся тоже в лучшую сторону. Это целая история, вам нужно обязательно познакомиться с моими консультантами, вот, с их историей. И я видел историю моего консультанта Лилиха. К сожалению, они тогда его не записывали. Я так переживал, что я не смог это записать, потому что мне хотелось это рассказать всем. Так интересно рассказывает, наверное, нужно будет обязательно в ближайшее время это сделать. Так, процесс очищения. Ну, процесс очищения я делал все регулярно. У меня был 13 слоев. 13 слоев, 13 слоев. Сейчас у меня упало до 9,5. Были, ну, бывает и 9 иногда, да? Вот сейчас в среднем 9,5. 9,5, 10 так вот у меня бегает. И вот я поэтому, как называется, вот, термокомплит должен попробовать. Вот. Очищение у меня происходило, ну, у меня скажем, с мебелью, со стульями, со стулом все нормально. Вот, всегда и до этого было, я регулярно сильно себя не зашлаковывал. Вот, а когда стал это использовать, то, ну, как говорится, ёршиком не ототрешь, да, вот, выходило все это, слои уменьшались, и самочувствие, вот, в туалет часто бегал, да, ну, сейчас как-то вот чуть нормализовалось, что уже стало реже бегать. Вот. Ну, и давайте так, я сейчас хочу еще раз поблагодарить всех вас, что вы потратили свое время утреннее на меня, на мою историю. Вот это мое первое такое вот повествование в Зуме. Хочу всем пожелать сегодня счастливого дня, чтобы этот день прошел для вас очень продуктивно, чтобы у вас была энергия сделать очень много добрых дел, чтобы у вас была убежденность, уверенность как-то рассказать другим об этой возможности. Всех прошу, наверное, ну, я думаю, что каждому из вас надо поблагодарить своих консультантов, как я благодарю Джилстана или Левихон. Вы тоже поблагодарите своих консультантов. Им тоже нужны добрые слова. Мы видим энерджайзеры, да, вот они такие ходят, а в тот раз я как-то добрые слова сказал, и Лилии было приятно, он даже об этом в эфире сказал, да. Оказывается, им очень важно, что мы их поддерживаем, поэтому, пожалуйста, благодарите своих консультантов. Ведь мы получаем действительно от них вот такой эффект, да. Давайте тоже им вернем тоже слова благодарности. Вот. И ну, желаю всем любви, удачи, крепкого здоровья, в личной жизни, чтобы все было хорошо. Благодарю вас, точнее, за ваше внимание. Всего доброго.